Вас устраивает, как работает компания «Российские железные дороги»? Но иногда очень грязно бывает, и проводники работают не особо. У нас шахтеры бедные заслужили большего. Они едут, все замерзли, все простывшие. Даже ехали военнослужащие с этого, откуда они служили, так я их в другой вагон переселяла. Они все перемерзли, бедные. Грязь, конечно, соответственно, грязь, вот это очень не понравилось. Не все, не всегда бывает чисто. Не всегда бывает удобно садиться, платформ нет. На карачках ползать надо. Не знаю даже. В России никогда не было все хорошо. Не устраивают графики поездов, потому что все перенесли, раньше было удобно добираться. Я вообще не местный, из Перми, и поэтому мне на перекладных приходится ездить, подстраивать расписание. Бывает, что и эти, как это называется-то, проводники, бывают некоторые хорошие, добрые, а некоторые грубоватые. Состояние вагонов, если касается Сыктывкара-Москва, то вполне. А если, например, Воркута-Адлер, Воркута-Новороссийск, там, конечно, оставляет желать лучшего. Именно состояние, санитарное состояние. А что там не так? Во-первых, они грязные, такой неприятный запах, застоявшийся. Потом, допустим, мы едем 1,5 суток до нашего места назначения. И бывает, что за это время ни разу влажной уборки даже не производят. Только я слышал, что в район Вудровский будут ездить 4 раза в неделю, потому что плохо. Вот это вот. Мы сами оттуда, и дорог нету. Вот так вот. Ничего не могу ответить. Я не езжу, я на машине езжу. Новые паровозы появились. Там, говорят, даже душ есть. Правда, никто его не видел, что в глаза. Ну и вы сами тоже не ездили Да почему? в таких вагонах Нет, ездил. с душем. Нет, сказали, что он есть в соседнем вагоне, там на 2 вагона один есть душ, но как-то не довелось воспользоваться им. По состоянию вагонов не очень, когда бывают старые вагоны, а по сервису вполне устраивает. Я уже год как не ездила, поэтому сейчас не знаю. Единственное, что там всегда грязно, но это, по-моему, беда всех наших железных дорог.